Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Нарушители будут наказаны. В столице началось патрулирование на местах съезда транспорта на лед. Один новый взамен двух старых. В Намском районе открыли детский сад. Когда учреждение распахнет свои двери? Подготовка полным ходом. В Ленске начали устанавливать новогоднюю ель. Расскажем, как в городе создают новогоднее настроение. Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Лена, Вилю и Колыма к 2030 году. Министерство должно отчитаться до 30 июня 2022 и 2023 годов. Автомобильная дорога Лена проходит через города Тынду, Нерюнгри и Алдан, является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экономические и административные связи Амурской области и Якутии. Трасса Колыма является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. А федеральная автодорога Вилюй продолжает свое строительство. В настоящее время функционирует несколько участков трассы. Она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Сотрудники ГИБДД начали патрулирование на местах съезда транспорта на лед в столице республики для выявления нарушителей. Рейды проводятся совместно со специалистами Центра ГИМС, представителями административной комиссии и управления ГО и ЧС. Отмечается, что ограничения установлены постановлением мэрии в рамках месячника безопасности людей на водных объектах. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки на территории республики выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 135 приходится на Якутск. В Алданском районе 16 случаев, в Нерюнгринском 15. В Мегино-Кангаласском и Мирнинском районе по 14 случаев, в Кангаласском 13. В Амгинском и Ленском районах по 9 заболевших, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 8. Еще в 10 районах республики выявлено от 8 до 1 заболевшего. Новый детский сад взамен двух старых деревянных дошкольных учреждений открыли в селе Крест-Кытыл Намского района. Проверить, как со своей задачей справились строители, приехал глава республики Асен Николаев. Сад сможет принять 240 воспитанников. В трехэтажном здании разместили 12 групп, 2 из которых ясельные. Компьютерный класс, кабинет психолога, есть современный пищеблок. Территорию вокруг благоустроили, сделали места для игр и спорта. Детский сад распахнет свои двери уже в начале следующего года. Учреждение соответствует всем современным требованиям. Направление будет всестороннее, дети будут развиваться новыми технологиями. Детский сад рассчитан с младенческого возраста до подготовительной группы. Примерно мы рассчитываем по 2, по 4 группы по возрасту. И сейчас мы открываемся, мы очень ждем этот праздник. Между тем, в Алекминском районе только завершается строительство детского сада по национальному проекту «Демография». Подробности далее в сюжете. В Алекминске подходит к завершающему этапу строительства детского сада на 240 мест. На эти дни выполняются внутренние отделочные работы. Заканчивается внутренняя отделка помещений поэтажная. Начинается сборка мебели и расстановка ее согласно плана. Дней 15, я думаю, мы закончим этот. Да. За короткий период проделан значительный объем. К слову, этот детский садик обещает быть самым современным в плане оснащения и укомплектования. В каждой группе будет шкафы 5-секционные для, как сказать, для сушки одежды. К ней подходит вентиляция. И вентиляцию я в первый раз такую видел вообще. Очень серьезная система вентиляции. На всем здании? Да. Приточная, вытяжная. Вот это я видел впервые. Просторные группы, кабинеты. Под каждую службу специально предназначенное место. Все в соответствии с самыми современными стандартами. Это строительство ведется по национальному проекту «Демография». Работы практически уже завершены. Вообще планируется завершение строительства в середине декабря.
Но, по-моему, подрядчик-покомонтажник готов досрочно сдать этот объект. По-моему, на месяц раньше срока хотят. Ребятню порадуют, кроме всего этого, и уличные площадки. Каждой группе свое место. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам. В центре заготовки пушнины продолжается прием шкуры соболя, белки, андатры и других. В этом году всего запланировано заготовить более 18 тысяч шкур. Из них более 12 тысяч – это шкура соболя. Цена заготовки пушнины зависит от качества. Например, одну шкуру соболя принимают от 2 до 12 тысяч рублей. Андатру за 120 рублей. Если раньше песцовый мех был одним из ценных, то сейчас не пользуется большим спросом. Поэтому одна шкура оценивается в 700 рублей. По словам работников центра пушнины, меховое сырье приносят охотники или охотничьи хозяйства. Соболь больше всего добывают в Ленском, Алекминском и Алданском районах. Шкуры андатры сдают из Вилюйска и Кобяйского района. На сегодняшний день в центре заготовлено более 12 тысяч шкур, что составляет 60% от госзаказа. Со своими агентами сейчас созваниваемся, что охотники вышли на путину очень поздно, в связи с тем, что очень теплое, много очень снега, даже дожди были. Поэтому в этом году как никогда медленно идет заготовка соболя. Но мы верим и ждем, что охотники после путины подойдут к нам и будут сдавать соболь и остальные шкуры. Да? В этом году у нас цена немножко подняли, потому что план, подтвержденный правительством и Министерством сельского хозяйства, у нас составляет 18 300 штук шкур. В Якутске проходит 12-й национальный конгресс, посвященный вызовам общественного здоровья и здравоохранения в условиях пандемии. Конгресс традиционно является важным научным и образовательным событием в области медицинской науки. Научная программа конгресса этого года включает в себя обсуждение актуальных вопросов практического здравоохранения, направленные в частности на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Принять участие в конгрессе в качестве слушателя может каждое. Мероприятие проходит в очно-заочном формате. Конгресс продлится до 19 ноября. Вопросы, но тогда мы были вот как раз на этапе, на пике второй волны ковида, и как раз тогда были другие немножко вызовы. Сейчас мы уже за вот эти 2 года накопили определенный опыт работы с этой инфекцией, потому что инфекция все равно новая, она диктует совершенно иные условия. На тот момент мы только находились в начале вакцинального пути. Сейчас уже мы стараемся сформировать уже в целом коллективный иммунитет. И, конечно, вот эти все подходы, которые сейчас вводятся, и QR-коды, и оказание этой медицинской помощи в этих условиях, конечно, это для организаторов здравоохранения это всегда вот как тематика, это вызов. Но с каждым вызовом нужно справляться. И вот коллеги сегодня будут предлагать пути, как справиться с этими вызовами. Проект «Столетний план развития» инициирован молодыми специалистами из разных сфер деятельности, нацеленных внести свое слово в развитие республики. 15-16 ноября сессия проходит в Верхневилюйске. Подробности далее. В Верхневилюйске в эти дни проходят встречи, стратегические сессии по проекту «Столетний план развития». В канун столетия республики молодежная инициатива обращается к жителям улусов и приглашает поговорить, вынести общие взгляды на будущее. Специфичен тот или иной район для того, чтобы нам понять общую картину вообще, как развивать республику. Потому что районы находятся друг от друга далеко, у каждого есть свои преимущества, свои недостатки. Действительно, вот проехавшись по нескольким районам, можно сказать о том, что даже находясь рядом, районы действительно другие. После этого этим материалом смогут воспользоваться все. Глава, постоянное представительство, партии, общественные организации, министерства, ведомства, институт развития, бюджетные организации. И вы тоже. Этот проект вдохновлен произведением одного из основателей республики Платона Аюнского «Великий столетний план», в котором писатель в 1917 году отразил этапы развития по десятилетиям до 2017 года. Подготовлена определенная проходка, в части которой мы должны обсудить, что происходило раньше, что происходит сегодня, чем управляет хозяин земли сегодня, именно Верхневилюйского района, и чем он предполагает будет заниматься в будущем, именно основываясь на том, что какие приоритеты есть, какая стратегия развития района именно в стратегии развития Республики Саха-Якутия.
Молодых специалистов поддержал глава республики Айсен Николаев. Итогом проекта должен стать документ, который отразит общий порыв всего населения. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Педагоги Амгинской средней школы номер 1 выпустили книгу «Нескучная литература». Издание составили учителя русского языка и литературы в рамках 7-го улусного фестиваля «Дети и книга». Мероприятие посвятили 200-летию русского писателя Николая Некрасова. В книгу вошли 500 оригинальных вопросов на 12 произведений писателей-классиков. 500 серьезных и забавных вопросов для тех, кто любит читать и запоминает множество подробностей. Новое издание полезно на уроках, тематических викторинах и интеллектуальных играх. В дальнейшем планируют выпустить еще 2 подобных проекта. Завершены работы по реставрации Кычыкатской Николаевской церкви в селе Кюрдем Хангаласского улуса. В ходе реставрации были проведены работы по восстановлению здания церкви с заменой существующего деревянного фундамента на бетонный, оконных проемов, лестниц и крыльца, замена полов, замена крыши и кровли. Для замедления процессов естественного старения и огня все элементы здания пропитаны специальной огнебиозащитной и антисептической пропиткой. Средства были выделены из федеральной программы в честь столетия Якутской СССР. Церемония презентации планируется в январе следующего года. В Ленске устанавливают новогоднюю ель. Конструкция набирает высоту. Жители от скорой подготовки к Новому году довольны. Дарья Боискорова расскажет, как в городе создают праздничное настроение. Мы находимся на городской площади. Здесь начали устанавливать новогоднюю ель. За выходные рабочие поставили железный каркас зеленого цвета и бетонные блоки. Это основание примерно в половину роста главного украшения. Высота новогодней ели составит 16 метров. Мимо проходят школьники. Ребята оглядываются на будущую красавицу, подмечают скорое наступление Нового года. Власти города медлить не стали. Начали готовиться к празднику за месяц. На площади установлены световые конструкции. А вот горожане достают новогодние украшения во второй половине декабря. 16-17 на выходных уже ставим. Да я бы не сказала, что я вообще ее ставлю. Но какая-то маленькая елочка у меня есть. Но это числа 20 декабря. Как правило, это вторая половина декабря для поднятия настроения перед Новым годом. Хорошо, что в нашем городе это делают заранее, заблаговременно. У меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.